Как справиться с гневом? Одним из критических моментов в жизни человека является момент гнева. Гнев – это один из путей, используемый сатаной для заблуждения человека. Конечно, такое состояние свойственно человеку, поскольку и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, гневался. Однако его гнев проявлялся только ради Аллаха. Это единственный случай, когда данное чувство может иметь место в вашей жизни. Увы, но нам, простым мусульманам, свойственно гневаться, когда кто-то нам навредил. Человек достаточно самолюбив, порой его собственное эго затмевает разум. Также человеку свойственно гневаться, если кто-нибудь говорит плохое о его семье или любимой спортивной команде. Однако для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, самым чтимым был один Всевышний Аллах, поэтому даже гнев у него был только ради Создателя. И вот, когда для нас самым чтимым будет лишь Всевышний, тогда и гневаться мы будем только ради Аллаха. Описание гнева пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, гневался, то лицо его краснело, по этому состоянию было понятно, что он гневался. Но он гневался лишь тогда, когда кто-то посягал на истину. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разгневался на сподвижника Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, несмотря на то, что он был одним из любимцев пророка, алейхиссаляту вассалям, среди молодежи. Поводом для гнева послужило то, что он удлинял коллективный намаз. Некоторые сподвижники пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и пожаловались на Муаза, да будет доволен им Аллах. Тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, повернулся в сторону Муаза, да будет доволен им Аллах, и сказал: «О Муаз, разве ты смутьян?» И повторил эти слова 3 раза. Подобных случаев гнева пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достаточно в истории ислама. Но повторимся, его гнев проявлялся только ради Всевышнего Аллаха. Как потушить тлеющий уголек гнева? Человек неизбежно попадает в такие ситуации, когда приходится гневаться. Важным является то, как он поступит с гневом в этот момент. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говоря о гневе как о болезни, сказал: «Гнев – это тлеющий уголек. Гнев от шайтана, и поистине шайтан сотворен из огня. Если кого-либо из вас охватит гнев, то пусть он совершит малое и большое омовение, так как гнев – это огонь, а вода гасит огонь». В другом хадисе говорится: «Разве вы не видели, как его глаза становятся красными, а вены набухают?» Краснота, о которой говорится в хадисе, это свойство огня, что соответствует описанию сатаны, который создан из огня. Шайтан наиболее близок к человеку тогда, когда тот находится в состоянии гнева. Когда человек находится в таком состоянии, первое, что ему необходимо сделать, это прибегнуть к Аллаху с просьбой о защите. Желательно сказать: «О Аллах, очисти мое сердце от гнева и защити меня от происков шайтана». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, советовал: если кто-либо из вас гневается, будучи стоя, пусть сядет. Если гнев у него пройдет, то хорошо. В противном случае пусть ляжет и лежит до тех пор, пока не погаснет тлеющий уголек огня. Наиболее важным моментом, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уделял внимание, является молчание во время гнева. Если гневаешься, молчи. Это завещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это важно, поскольку от гневного человека исходят слова развода во время семейной ссоры. Кроме того, подобные слова не раз приводили к смуте в разных племенах. Поэтому, если человек гневается, ему лучше держать рот на замке. В порыве гнева можно сказать много лишнего, после чего можно сожалеть всю жизнь. Еще одним важным моментом, на который нужно обратить особое внимание, является воздержание от мольбы в состоянии гнева. В таком состоянии человек может сделать нехорошее дуа для своих детей, против самого себя и других. В случаях, когда муж гневается на жену или наоборот, или человек гневается, когда кто-либо причинил ему вред, нужно следовать примеру нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как он поступал в таких случаях, а также примеру сподвижников и еще хороших людей, авлия. Если кто-то поругал тебя и ты разгневался, будь уверен, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, более достойный, чем ты, всегда проявлял терпение и умолкал, а в некоторых случаях просто улыбался и такими способами тушил тлеющий уголек гнева. Степени людей в состоянии гнева. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разделил людей, находящихся в состоянии гнева, на 4 категории. Первая категория – люди, которые гневаются быстро и быстро удовлетворяются. Вторая – медленно гневаются и быстро удовлетворяются.
Третье – медленно гневаются и медленно удовлетворяются. Четвертое – быстро гневаются и медленно удовлетворяются. Эти 4 состояния, которые нам описал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Лучшая из них – вторая степень, когда человек медленно гневается и быстро удовлетворяется. То есть человека сложно разгневать, но при малейшем гневе он успокаивается. Это считается самым достойным. Завещание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые сподвижники попросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он сделал завещание. Он сказал: «Не гневайся», и повторил это несколько раз. Гнев – это беда. Один из сподвижников пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: «Как мне остеречься от гнева?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посоветовал не гневаться на создание Аллаха, и тогда Аллах не будет гневаться на тебя. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил: «Не тот силен, кто побеждает других. Силен лишь тот, кто способен владеть собой в гневе. И Аллах полюбит вас». Кто сдерживает гнев, может быть уверенным в том, что он обладает одним из самых достойных качеств посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и следует за словами Всевышнего. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».